li şu düğe zal şoçu amel düçnek düğe şerdu. O toyger düç madatse şu paymer stiye gaz işe dol berti sana 32 savi adis du. Yatıyor şu ayç du mille berti jmagwaş. 65 4 33 49. Şu любой на гю берти жмек şey stiye gezri. Ju. So teatr zwischen schuld teatr das mokas du es düç du Dienos doldalas bērš razot mojies düç şu Allah boh schnir. Ja tev sačveš sadēšu Allah. Ihat daetanol Allah hui sotuno veš vats вообще. As I paimar sein čua itzel apravdo, as mu apravdot jo vašor hanar dual khashduki. Представь, في момент تأتي هو جعل بوابع شتوغن يقول تشري الله هو يو إدعاء الجيم إتصل نتبال شوق الله باش أبرا دوت ديش حلو شو سا دبا واو أي تتقوش إلو بوشن مقداش تحقي تخسر بيدافيل أمتي شايق عمر بن خطاب بايمر يوع تسويجن إيتش دول شتو تقاش قي تخسر شايش بيدافيل شي قريباني كيتو Paimari juat свижна шун Омар бин Хаттаб ше 55-57 долш ич дол юат. Просто уэлэштэн хош хулилаш бу. Вау ше чуч бля, ты представь, чуч залош. Ровесник, центр Мосери, центр Амаш, хилок церу. Пидор шук натуральный. Хакар, хуба, Омар бин Хаттаб, она хила шуари деция наал, шо дах дел сюле Сам он хила вац дыньян чуас. Я ден наал, твори ден сиатил, и цунтаган кел тия газ хилук Омар бин Хаттаб. Насильник, маньяк, террорист. Стия газ. И дзюдраш те ая люле лиш. Хоиш наш сабуч. Не, инцхажа, например, Тузи. Да пошли вы все нахрен со своим этим гребаным фашистским... Где поставили? Меньше хватит на бар. На сирийском флаге. А я думал, на чеченском еще поставили. Я думал, я о чем-то не в курсе. В чеченском они вместо звезд поставили шестеренки какие-то. Да, прикинь, охренеть. Приветствуйте. Посягательство на герб и флаг... Посягательство на герб и флаг – это преступление. Представляешь? Ну, он себе ставит на нее, и что его отца ставит на этот флаг, что еще там. Вот у нас гость у нас, ребята, стоп, слэп. Здравствуй, кафе. Здорово, Сэп. Сэп, сап, сип, сап, суп. Сэп, where are you from? Микрофон можешь? Микрофон можешь разговаривать? Ты видел, как вот Малика, как это зовут? Минкайл Мализаю дал полуметровый салам вот эту Помпео. Салам алейкум, Майкл Помпео. Приветствую. Можно вопросик такой небольшой к вам? Вот вы два чеченца? Микрофон да, погромче можно? Да, микрофон, а то руку... Микрофон только ближе к роту только, ну подставь. Хорошо. Вы же два чеченца, да, брат? Да, да. Мы здесь все почти чеченцы, брат. Все чеченцы. Просто я для себя хотел поинтересоваться, брат, ты вот то, что было в прошлом, например, ты благодарен Казахстану за это? Естественно, конечно, благодарен. Это и кто не благодарен, он не чеченец, это 100%. Вот, тогда ты благородный человек. Да, это, блин, а ты мусульманин? Как может быть неблагодарен, если человеку дом дал? А казах, а ты мусульманин, казах? Я нет, я не мусульманин. Это вы помогли нам сохранить нашу нацию. Как не благодарны? Благодарны, конечно. Просто есть некоторые, кто это не приветствует, как бы. Но это чеченоговорящие, это не чеченцы. Я таких, я не знаю, я с такими ни разу не встречался. Фрэнк, здорово, Фрэнк. Не знаю, откуда они берутся. Да нет, справедливости ради, даже чеченоговорящие будулаки как бы нормально относятся к Казахстану, поэтому... Ну да, не менее без урода, знаешь, есть и такие, как у пророка Мухаммеда. Месяцы же бывают и такими, и такими. Ради вам это, чеченцы. Как это?
Счастья, здоровья, всего хорошего. Взаимно, родной, Спасибо, и спасибо. И вам тебе тоже, свободы, вам. и твоему народу свободы, прочим с Алга, вами из Казахстана. Казахстан. Все, до свидания. До Давай, Алга, свидания. удачи. Казахстан. Алга, Казахстан, да. Эй, брат. Да, родной. У меня вот по этому вопросу про Казахстан и про выселение, да, но можно, вот я ни в коем случае не хочу там как-то обидеть чем-то или что, но можно ли сказать, что на тот момент выселяли чеченцев в Казахстан именно по приказу верхушки, мы говорим про Советский Союз, то есть это не было решение самого Казахстана? Конечно, в смысле, Не, при не чем здесь было, конечно. Это А не при чем решение здесь Казахстан? Казахстана, это решение верхушки. Смотри. Но решение Казахстана было принять нас или не принять. Первое время Нет, нас не принимали. не было. Нет, да, это не было можно- решение Казахстана, это Не было было, не решение именно, да. Ну, Сталин, Вот то, что, да, то, что Сталин люди это хорошо сделал, да. отнеслись к вам, это уже другой Я вопрос. подтверждаю, всем добрый вечер, я подтверждаю, мне мой отец Добрый. говорил, 14 лет, 15 лет мне было, Кант, знай на будущее, эти люди, многих чеченцев, наших соотечественников, спасли от голода, уважай этот народ. Я вырос, родился в Казахстане. Это хлебосольные, добропорядочные, хорошие люди. Я отвечаю за свои слова. Моих друзей уже нету казахов. Отчаянные, дерзкие, конкретные пацаны были. Да, есть, да, там много есть. В любом народе есть. Не может их не 100%. быть просто. Их малый процент. Да, просто, да, к сожалению, их, да, малый процент в любом народе, к Среди сожалению. грузин, среди армян, Среди всех, родной, азербайджанцев, среди достойных, всех. хороших пацанов я в жизни встречал за свои 60 лет, блядь. Нет ни одного плохого народа на этой земле. И 100%. кто там начинает, блядь, за эти национальные движения начинает, блядь, раздувать, блядь, это вообще какой-то Полностью дебил или согласен. идиот, или какая-то мразь, сука. Без мата. Полностью. Надо согласен. баланс Только просто без мата, иметь. брат, ну, пожалуйста. Да, и не матерись, пожалуйста, брат. Да, тут, да. Здесь просто эфир. Нервы не Единственное, выдерживает. нервы. извиняйте, единственная идеология, которая сегодня открыто поносит все народы, все религии, кто это? Это ислам, Правильно, самая мирная религия. Мирная Представляете? религия, да. Самая мирная, самая мирная религия чистая. поносит честь и славу всех предков и все религии. Самая мирная религия. Нохчи, ты не мусульманин? Нет. Я об этом уже говорил. Я верю в Создателя все и вся. Я знаю, что я, блядь, ниоткуда не появился. Меня создал. Причинно-следственной связи мои родители. Всем, чем я пользуюсь, чем питаюсь, все, что видят мои глаза, это все добыто из земли. Любой здравомыслящий человек не может не верить в своего Творца. А, хорошо. Просто я иногда путаюсь. Еще хочу добавить. Руки заходят Еще точно. хочу добавить. Нас наебнули насчет того, что нефть заканчивается. Нефть никогда не заканчивается, чтобы вы понимали, люди. Нефть это земля, это как человеческий организм, нефть сама воспроизводится. Как мы кровь даем каждый раз в год, можно кровь давать по 300-400 грамм. Это то же самое. Это самовосстанавливающийся организм. Живой организм. Земля это живой организм, как человек, как животное, как и все остальное. Я пришел к выводу, что эти религии придуманы для того, чтобы управлять массами. Ох, как ты красиво. Вот Это я моё когда личное слышу, когда мнение. человек такое говорит, я всегда понимаю, что этот человек, значит, адекватный. Следователь есть по миграционным делам, когда я последний раз был вызван на последнее интервью, хочет что-нибудь поменять, что-то поправить, чтобы этот протокол уже он идет до Верховного туда. И я когда уже туда последний раз ходил, я говорю, да, у меня есть что поправить. И когда мы заходили, я адвокату сказал, напомни мне поменять одну графу. И он говорит, какую? Насчет религии. И что, говорит, я говорю, я никакой религии не отношусь, короче. Ты серьезно хочешь? Я говорю, я напомню, я тебя когда не... Он на меня с такими глазами посмотрел, мы заходим, потом мы говорим там все обо всем. И
хочешь что-нибудь поменять, вот, исправить там, зачеркнуть. Я говорю, вот эта графа религии меня не устраивает. А в чем проблема, говорит этот исследователь? Я говорю, это был вообще другой человек, который даже в этом месте никогда не был. Его прислали с другого места. Это последнее слушание. И я говорю, я думал, что я когда-то мусульманин. Оказывается, я вообще рядом не стоял. Я просто какие-то из этих функций соблюдал, а остальное все было наше язычество. Чеченское язычество. Я ему сразу говорю, вот все, что вот в этом Коране написано, когда я прочитал, у меня челюсть отвисла, говорю, я никогда не буду поддерживать эту идеологию. Говорю. И я просто хочу перед вами даже извиниться, что вы подумали, что я мусульман, я чеченец. И насилование чужих замужних женщин, педофилия, инцест, к этому мой народ и я никакого отношения к этому дерьму не имеют. Я его зачем? А кто ты? Я говорю, хочу я этого или нет, я придерживаюсь того мнения моих предков. Это дело. Если я скажу, что я не язычник, я буду как выглядит болваном, говорю. Потому что ты напишешь в интернете, кто такое дело, тебе там полностью пантеон богов высветится чеченского ингушского народа. Дело это всетворец, всеотец, верховный пантеон богов. Верховный бог из пантеона богов. И это наш всеотец, всесоздатель. А как ты думаешь насчет других религий, говорит? Я 100% убежден, говорю, это мнение у меня никто не отнимет. Все религии созданы людьми, чтобы управлять массами. В этом я с тобой полностью согласен. И нахрен зачеркнули эту графу и записали сюда язычник. И все. Я этого не стыжусь. Мне вообще по барабану весь этот белый свет, все эти галактики, то, что мои предки мне оставили, я буду на этом стоять до конца. И мне плевать, кто во что верит, кто во что придерживается. Я не буду лезть в чужие, но чужое, если придет, сегодня как ислам, если придет христианство, сегодня вот эта кефирша, вот видите, ягодка все записывает, она чеченский знает, прикидывает шлангом, как пророк. Вы помните, когда? Она все знает, записывает. Если вот эти евреи придут со своим иудаизмом, скажут, что мои предки были голубых, да, еврейцы, да. Еврейцы придут и скажут мне, что мои предки хуже голубые, я им буду говорить ровно то же самое. Ровно. Для меня нету разницы. Да они не то, что будут другим говорить, они сами будут За сказанное, ты хотел сказать, Вендетта, еще хочу дополнить сказанному чуть раньше. Зикр делают чеченцы, не делают чеченцы зикр, бегают с барабанами или как. Это наш обряд, и никого не должен волновать вообще. И вообще в этом мире нету ни одного, кто мог бы рот открыть, что-то сказать. Вот чеченцы там туда-сюда, не имеет никто рот открыть, право. Наш обряд, наш закон, наши обычаи, наши традиции, мы придерживались и будем их придерживаться. Это наш боевой танец, религиозный обряд войны. Да, не религиозный, а боевой обряд войны. Да. Этим танцем наши предки просто нагибали Чингисхана, нагибали как его называют? Джихад Мада, Царёж, любая империя, Персидская империя, Арабская империя, Русская империя, любая империя, которая приходила нас завоевывать, наши предки этим танцем нагибали большие армии. Чингисхан, когда пришел, и когда их разведка начала следить, считать, какие у них силы, наши предки были такими, стратегиями, что наиб делали даже Чингисхану. Представьте, до утра вокруг одной горы кружили, чтобы, когда их разведка смотрела, просто так, представляете, целое войско кружило вокруг одной горы до утра.
И когда донесли, сколько там, мы до утра считали, но так и, короче, конец не увидели. Наиб сделали. И когда они попытались вторгнуться, Чингисхан там положил 120 тысяч голов. И сказал просто, ну как тебе сказать, такую ухмылку сделай. У меня нету времени на этих дикарей. И пошел через Астрахань на Русь, чтобы вытаскивать в черномазах, которыми сегодня русские нас называют. Это черномазы принадлежит полностью им. Войско Чингисхана называло русских черномазых. Они прятались в печах. И их женщины, когда выходили, войско Чингисхана говорили, о, мужчины дома, они говорили нет. И когда они в печь смотрели, мужчины прятались в печах, и они были черномазами. И вот оттуда это название на нас не накидывайте, русские. Название вам дали вот войско Чингисхана, которое ваших женщин по кругу пускало, как Мухаммед. Пускала по кругу всех, которые попадется на пути. Нет, вендет, там 32 мы цитируем исторические факты из истории. И этим Чингисхан заставил царя русских на коленях, Поклонная гора. Вот в России есть вот такое место, Поклонная гора. Не знаю, кто в курсе, нет. Но Чингисхан заставлял царя русских приползать на коленях в свой шалаш, который там он разбивал на Поклонной горе, приносить дань, который каждый квартал, там 6 месяцев, 4 месяца накладывал на них. И на коленях русский царь заходил, там дань уважения, и задом заставлял выходить, чтобы к Чингисхану он не имел права даже зад повернуть. Вот эти люди сегодня приходят и нам говорят, да, вот эти люди сегодня пришли и говорят, мы вас покорили, мы вас навнады, мы вас жить научили уму, разуму. Алло, 29-й. Вы в своей истории посмотрите, как Джохар Дудай, у меня видео есть, Джохар Дудай полностью раскладывает по полочкам, что они сделали при нападении на Чеченскую Республику. Первым делом удары нанесли куда? По национальному архиву и историческим, вот это представляете, просто культурным центром нанесли удар, оттуда забрать нашу историю, которой им не достичь даже 1000 лет. То есть Джохар, нашу историю, которую они всегда сжигали. В 1944 году, когда Сталин выселил наш народ, где ваши письменности, а где ваши тептерши, а где у вас написано это? В 1944 году, когда Сталин выслал наш народ, 10 дней Грозный полностью освещался от письменности, которую сжигает Сталин и его вот эти варвары. Да. Сегодня у нас есть 100% факты, что русские, русские скрыли 22 кургана, начиная с 2017 года, заканчивая 2024. Это кабанский период. 22 кургана, с одного из которых, я 100% там работал человек из моего села, 2,5 тонны серебра, золота, исторических артефактов. Это сразу с Ханкалы приезжали, нахрен посылали всех, кто там стоит, и прямо в Ханкалу, и оттуда прямо в Москву. У нас крадут историю. Нам дают какое издание, да, засуньте себе это здание, эти улицы, эти скверы, эти проспекты в одно место. Мы вас и так заставим их строить. Потому что вы обязаны выплатить репарации около $1 триллиона. И еще, эта религия на нас накинута Русской империей, чтобы на весь мир у них был карт-бланш на концерту Камзода чеченского народа без ответственности. Не, было бы кого обвинить, чтобы было кого обвинить. Алло, 29-й, Хлеборезку закрыл, я тебе сейчас факты приведу. Кто построил 1600 мечетей? Подожди, Собордня.
Давай вообще, бля, чин хуй, вы изъебешь, наш хуй бож, а так дальше, его. Что, кто построил 1600 мечетей в Чечне? Путин. Куда он делся? На какие шиши Путин построил? Правильно, бюджет Российской Федерации. Кто является государствообразующим народом? Правильно, русские. Кто ответственным будет за все эти преступления? Правильно, русские. У меня к хорошим, нормальным русским, у меня никаких претензий нет. Вендес, давай, может, немножко политику немножко. Путин нельзя. Путин выше Аллаха. У Путина есть больше сил, чем у Аллаха, и нас могут навеки. У него есть. У нас здесь больше всего. Все, давай этот. Закроем эту гробовую. Путин выше Аллаха. Вендес, все понимаю. Вендес, все понимаю, что говоришь, но давай лучше не надо. Да. Вендета, смотри, все приходит к тому, кто умеет ждать. Так что подойдем чуть-чуть. Да, у кого это? Еще могу один момент сказать. Вот евреи сейчас полностью расследуют это все, что произошло с еврейским народом. Мы приносим все факты, когда евреи поймут. Да, когда евреи поймут, что евреи наши братья, альхамдулилля. Вот, подожди. Евреи наши братья, Аллах нам дал самых лучших братьев в нашей галактике, это евреи. И евреи доведут дело до логического конца. Когда евреи все поймут, что сюрприз на день рождения Путина был сделан на российские деньги, на бюджетные, там нашим вот этим, террористам, гребаным хамасовцам 2 миллиарда рублей, инструктору, кто послал, кто готовил все. Когда это все выяснят, евреи как раз таки, как и чеченцы, не оставляют, когда у них есть силы, то, что им сделали. Я надеюсь на евреев. У меня есть большие надежды на евреев. На еврейских достойнейших женщин, у которых мужество больше, чем у 2 миллиардов муджахидов опущенных. Да. Спасибо большое. Да, это есть. Что, Нина? Осуждаю, конечно, все, что было сказано. Товарищ майор, я все осуждаю. Да, говорю, Локи, говори. Осуждаем Аллаха. Аллах воскрес. Конечно. Ты думаешь, я когда-нибудь поменять, да? А можно мне? Вендетта я просто знаю, он сейчас катком проедется, как трактор, как бульдозер, блин. Можно я с ним поговорю хотя бы? Да ладно. Просто мне интересно, никогда у меня такого диалога не было нормального, потому что вы постоянно катком проезжаетесь и... Давай. Можно, Умид, с тобой поговорить? Спасибо большое. Вот такая тема есть. Я, раньше тяготел, к исламу, это был 2009 год. Я был сам антитринитаристом. Эхно говорит. Ага, говори. Ты не видишь, в смысле, или что? Нет, там же не показывает. Она не моргает. У меня, такая тема была раньше, то, что я тяготел к исламу, потому что я был антитринитарием. Вот, и мне симпатичен был ислам. Я даже Коран купил в переводе Крачковского и начал его читать, там и все такое. Потом прошло 17 лет, можно сказать, 18 лет. И я начал уже более глубоко изучать. И у меня теперь вопросы, очень много вопросов возникает. И я к христианскому комьюнити тоже близок. Я христианство, в принципе, в целом неплохо знаю.
ну, скажу неплохо, потому что хорошо не знаю. Неплохо знаю. И у меня вот из этого всего, из того, что я сказал, теперь вопрос к тебе. Почему у египетских старцев 4-5 века вот есть такой, короче, рассказ, сказка у них такая есть. И вот эта сказка, которая не относится ни к священному писанию, даже не к священному преданию. Пересказ вот этой сказки находится в твоем извечном слове Бога, которое извечное, несотворенное и так далее, и так далее. Почему пересказ вот этой сказки находится в твоем слове Бога? Как ты Не думаешь? знаю, не знаю вообще. Ну, а ты не знаешь, а ты знаешь 18-ю суру, 65-82 аят? Нет, я вообще не такой силен, не силен в этом. А ты читал вообще Коран? Да, я читал, но я не запоминаю, какие суры, какие А как аяты ты там. понял, что ислам истина? Это не знаешь, то не знаешь, там не силен. Ну ты же говоришь, что ислам это истина. А как ты тогда понял, что ислам Да, истина? так считаю, да. Ни хрена не знаешь. Так а считаешь на основании чего? Да, Элэй, что, на основании... Элэй, слышишь, а что тогда истина, если не ислам? А? В смысле, что тогда истина? Ну, а тогда На для тебя что основании тогда? чего ты понял, что истина? На Для основании меня чего, вот что ты истина, понял? смотри, я когда в туалет иду по утрам, вот, смотрю на туалетную бумагу, вот это вот истина, это вот. Вот, это истина. Ну, если у тебя Ладно, нет подожди, веры атеиста, я что могу сделать? Нет, Не атеист, нет, подожди, не Смотри, атеисты. здесь смысл в том, что Умит, вот ты... смотри, подожди. Окей, миди. Он говорит... Смотри, Умит, ты говоришь, а если ислам типа не истина, то тогда что истина? Тебе типа обязательно надо какого-то хозяина чему-то следовать, чтобы жить, что ли? Каждая вера своя должна быть. Эхно, подожди секундочку. Ну, вера понятно, так вера-то это одно, религия это другое. У тебя же это Ну, я религия. говорю, Давайте сейчас человек. это самое, это сейчас. Сен қазақ, ты қазақ па сен? Ума? Умит или кто? Умит, да. Сен қазақ па? Нет, он не казах. Не қазақ? Не казах. Это правда, что умит переводится как надежда? Да. Я не знаю. Умит, если ты заболеешь, допустим, заболел ты, сильно заболел, да? У тебя конкретно проблема у тебя 39, 40, температура, допустим, да? Да. Не знаю, может, к месту это я привожу пример, например. Ты помолишься, сделаешь намаз, попросишь Аллаха, чтобы он тебе дал здоровье, облегчил тебя. Он тебя облегчит, пока ты не пойдешь к доктору, не возьмешь аспирин, анальгин, и доктор тебя не проверит и тебя не подлатает. Кто поможет тебе? Доктор? Или Аллах. Или Аллах? 115 сура, второй аят поможет. В первую очередь Аллах поможет. Да ты так и не ответил, как ты понял то, что это истина? Ты так и не ответил, как ты понял, что это истина? Да он не Я ответил. не хочу тебе На отвечать. основании чего? Ну, потому что ты А? не знаешь, что такое истина. Да на основании чего ты это взял, что это истина? Да это вы не знаете, собрались тут. Смотри, Ну хорошо, смотри, мы не знаем, но когда ты же сюда знаешь. пришел, да, мы не знаем. Вот мы у тебя и задаем тебе вопрос. У вас же чтобы контент, узнать, нет, что ислам. у вас же контент на этом строится. Окей, ладно, иди вниз, короче, ладно. Да какой контент? Я, первый раз хотел. Канели, Ой, наши бля. дебили перчишевые. Ио, О, он понял из-за того, что он прочитал Мухаммед и 5 индусов, и он понял, что это истина. Истина, ну или так. Да. Не, Ответил. ну насчет этих индусов это недостоверный хадис, поэтому ладно, не надо. Недостоверный 100 лет, а 1400 был он достоверным. Но тем не менее, Честно будем. недостоверный. Честны будем. Сунан ат-Тирмизи 2861, он достоверный, да. Да. Но там не сказано то, что на нем верхом катались, он просто туда сходил, потом пробел, и потом он приходит к Ибн Масуду, там, или кто там сидел, усталый приходит и садится ему, и ложится ему на колени. То же самое, типа. Да. Но там вот пропускается именно этот момент,
момент, то, что вот, в Оседлали, недостоверном да, хадисе, там, что да, написано, да, то, что оседлали. оседлали, это недостоверно, короче. Да. А так вот с этими альзутами это достоверный хадис. Но вот именно вот этот момент, он недостоверный. Да. Рио, О, скажи брат. мне, пожалуйста, Мухаммед в раю или в ад? Вот скажи-ка, он же пророк был. Смотри, если считать его за пророка, тогда да, в раю, ну. Ну, А это то, жизнь, что... ну, И раю. он сам не знал, куда, В где он мусульманском раю. окажется. Да, В он сам не мусульманском, знал. да. А так он сам, да, не знал, он же это сказал. Так он сам рай раздавал своим сподвижникам. Ну, это когда он на земле был, а наверху уже. На земле все друг другу все обещают. Что за звуки? Не, это фигню. Программа закрыта. Так, ребятки, ладно, я пошла. Да, Хорошего вам давай, стрима. Если что, Спасибо. позже увидимся. Давай, Я пошла пока. тусить, если что. Я иду в ресторан. Маша, сестра Якутка, Сегодня многобожница. Всего доброго. Оставайся свободным. Давайте, Маша, давайте. пока. За каждого по 100 граммов. Что-то муджады обмельчали совсем, спрятались под шконку. Да, ко мне приходят вроде пока еще. Потому что у тебя Коран на руках. Посмотреть. Да, любят они Коран. Мусульмане есть, поднимайтесь. Ну вот этот Муснат Ахмад 3788, он недостоверным как раз считается, да. Сунан ат-Тирмизи 2861 лучше прочитай. Он достоверный. Людям, которые наплевать на Коран, какие-то хадисы читают, я не думаю, большой разницы будет. Особенно те, которые сидят с бородами в 5 метров и при этом в Норвегии или в Германии, да, свою жопу засиживают. 4 прямо четко, ясно говорится. И после того, как им будет ясна истина, то есть это Аллах их предупреждает. И этот айт до их гребаных ушей, если дойдет, если они не переселятся туда, где шариат или большинство населения мусульман, Аллах говорит, что он не имеет, вообще они не имеют к Аллаху никакого отношения. Я дам им лютую кару. Они уподобляются лицемерам. Они неправдивы в своей вере. Представляете? Аллах их называет лицемерами. 4 суре, 97 аята. Аллах четко и ясно разъясняет. В день суда мусульмане будут там ныть, короче. Мы были притеснены и слабы. Ангелы скажут им, разве Аллах не сделал землю для вас обширной для переселения? То есть для хиджи. Как же скверное место пребывания, то есть гиена, ад. Аллах им обещает ад. Представляете? Им плевать на слова Аллаха. Все сегодня, которые называют себя мусульманами, рут на себя тельняшки, халаты, вы все трусы. Мухаммед говорит несколько хадисов, вам даже нельзя жить рядом с кафирами, у которых огни видны. То есть, представляешь, из одного города ты видишь другой город, огни этого города. Тебе не дозволяется даже так рядом, не у них дома, как эти сегодня живут, а просто рядом, на таком расстоянии. 3-й том сборника Абу Дауда 2645. Мухаммед открыто говорит, я отрекаюсь от мусульман, которые живут среди кафиров, многобожников. Шуца так моя те. Вы даже по своей религии, ни одного из вас вообще рядом не стоите с этой религией. Вы не соблюдаете аяты, хадисы. Ну, видишь ли, головку оторвать, вот, пожалуйста. И то за бабки. И то за бабки это дело. Бабки ждут.
Бабки. Ты видел же, да, слышал, Бабки Султан это Панкиси последняя тогда там. инновация. Султан Панкиси как там изворачивался, ты же слышал, наверное, да? Видели все? Ну, я его конкретно аятами, хадисами там по самое не могу, короче, нагнул. И он там, знаешь, Не, на эфире формата, на эфире формата. и сегодня у нас эфир, он еще в эфире сидит, у Ибрагима Пармат сидит, он сидит. К нам панкийская султанша в гости там пришла, я поэтому сюда не заходил, я там был. И он там сидит перед ними, короче, изворачивается, я захожу как муджахид и говорю, что ты цацкаешься с этими кафирами, султан? Тебе не стыдно? Короче, почему ты по аятам и хадисам с ними не разговариваешь? Как вы в мечети кричите, таким серьезным голосом. Ты нежный голос тут сделал, говорю, унижаешься перед кафирами. Говори, как я говорю, я полностью по аятам. Мы будем вас заставлять платить жизнью по 9 суре 29. Ты должен так разговаривать с ними. Я говорю, этот Он на просто белом патриот коне. Грузии. Он просто патриот На Грузии, белом ты коне понимаешь. этот Пармат сидит, говорит, и тут я не хочу шариат, я не хочу, короче, исламское право. А кто он такой, говорю? Кто он такой, чтобы перечить законам Аллаха? Ты должен так разговаривать. А ты сидишь, говорю, я полностью его там. И знаешь, в конце он что, не должен отдать должное сарказму, у тебя хороший, говорит. Бля, сука. А это кто сказал то, что я не хочу за исламское право и исламский закон? Это он Пармат сказал? говорит. Пармат говорит султану, я не хочу шаря. Я там как раз этот момент завожу. Ты кто такой, говорю, вообще? На белом коне тут, блядь. И мы тебя на ишака посадим, нахрен, говорю. Как наш пророк ездил, на ишаке будешь ездить. Ты тут пришел на белом коне, а будешь тут говорить мне, не хочу шаря. Я так, мне как раз нужный момент там оказался. Ну, короче, полностью насягнул их. Без электричества, без аэропортов. Будешь, все нормально у тебя будет. Только осел и верблюд. Нифига себе. Вот как черные мальчики. Прямо как зашел, это рассказал. Мальчики в черном, как в Сирии, были. Я говорю, вот этот, видишь, на белом коне сидит. Я говорю, султан, наш пророк, когда один раз конь сбросил его с лошади, он больше к коням не подходил. Наш пророк ездил на ишака. Этого тоже посадим на ишак, говорю. И заставим платить жизнью в униженном состоянии. Вот так нужно с ними разговаривать, говорю. Короче, мне говорит, сарказм у тебя хороший, говорю. А то сидит там что-то, короче, с какими-то там парнями, которые его начинают там... Он в машине сидит, и он говорит, мы своих чеченок не выдаем. Сам сидит с бородой в 3 метра, короче, саляфит. Говорит, мы своих чеченок не выдаем. Как раз таки их идеология позволяет чеченкам выходить за других, и чеченцам брать из другой национальности. Да. Ты прикинь, какое двоемыслие, типа, прикинь, какое двоемыслие. Это лицемерие, открытое лицемерие, это не двоим, это лицемерие. Это вообще ужас какой-то. Ну, это, ну да, лицемерие, типа, в проявлении того, что это лицемерие. Даже это слово лицемерие придумано только ради мусульман, для мусульман, ради мусульман. Таких лицемеров нигде не видел. Кстати, хорошо, что у него именно такие мысли хотя бы есть, что он говорит, мы своих типа не выдаем. Но, блин, это полностью противоречит твоей акиде, блин. Ладно, я еще понимаю, если ты суфистом был бы. Суфист, ладно, ты суфист. Суфизм, кавказский суфизм, это, можно сказать, практически родноверие. Если там убрать... Если убрать из этого, как бы... Сегодня нас хоронят по язычеству. Сегодня мы берем женщин, жены по язычеству. Сегодня мы... Вообще, даже сегодня, даже с такими бородами, облик, да, поменяли, но это язычество они выдворить не могут. Знаешь почему? Потому что их начнут там полностью ставить на одно место. Они прекрасно понимают, что еще рано. Но просто тут... Взрослые, потому что еще живы, да. Да. И еще
выход, с выходом поспешили, короче, думали, что вот раз, короче, выйдем, там из-за вот этой Украины, то, что они творят, из-за этого большие силы пришлось отвлечь на другие цели, и поспешили, короче, передоз сделали. Я когда первый раз увидел, как они начинали, короче, с двоюродными сестрами вообще нельзя оставаться. Я думаю, кто это люди вообще-то? Я на них смотрю, потом другого вижу, потом другого, потом... И потом тут все сидит и говорит, один наш брат мусульманин, когда их всех начали хаять чеченцы, посылать нахрен, Томсо пришел на поддержку. Типа Лубянка его отправил на поддержку, которых вот это начали, говорят, опускать чеченцы начали. Так яцо, типа ты опущенный. Так нахрячу, что ногче яц, что вообще те, я бываешь, когда чеченцы их начали полностью опускать, Томсо отправили на поддержку. Маршал. Чужой микрофон летон. Короче, и начали там чеченцы их полностью опускать. Тумсо отправили на подмогу. И он, знаешь, что говорит? Наш брат, мусульманин, чеченец по происхождению, говорит. Представляешь? И он, короче, сказал, вот видите, короче, по исламу, он говорит правильно по исламу, что с двоюродными сестрами нельзя оставаться наедине, обниматься. Короче, это по исламу запрет. А Томсо дальше не рассказывает, а ее в постель, как ваш пророк, затащит. Вот это он не рассказывает. 33-ю суру, 37-й аят. И 33-ю суру, 50-й аят. В котором Аллах и пророк на своем даже примере показал, как нужно отникахать двоюродную сестру. Мудак. Стиегаз, садавала, и поэмар, вас стиегаз. Вообще конченый хумюки. Мне вообще плевать, какой он национальности. Чеченец он, бедуин он, араб он. Для меня это вообще, не знаю, короче, сундаял хумюки нохчуматач. Для меня это двуногое просто существо. И когда уже чеченцы поняли, что к чему, и начали вот это блогерш. У меня к вам вопрос. Давай, ну. Ну, давай. Ну, Вендетта, вы же не всегда были таким, какой вы сейчас. Вот это ваше озарение, то, что вы сейчас вот пропагандируете и говорите, вы же раньше этого не знали? Это раньше всегда, не то, что это я в этом вырос. У нас двоюродная сестра была как родная сестра. Да. И сегодня, когда я вот это дерьмо начал вообще слушать, я вообще в шоке. Я смотрю, кто это вообще такие? Я с ними начал сам связываться. Со всем, кто можно. Вот позавчера или 3 дня назад, не знаю, я поймал одного, который называл чеченство лицемерием. Всем привет, ребята. Шалом, сестра Яхутка. Так как вы пришли к этому. Оставайтесь свободными, мой чеченский народ. Даже Аллах не может из нас рабов сделать. Всегда будем свободными. Привет, Герда. Задавай вопрос. Усер 6. Вендетта, я хотела спросить, вам не хочется, зная, что когда-то вы тоже заблуждались, быть немного снисходительнее к тем, кто сейчас тоже в этом заблуждении еще находится? Быть помягче. У нас есть люди с очень нежным голосом, снежным, вообще не спеша, которые объясняют. Я им даю возможность. Я слушаю со стороны и жду, человек разумный или нет. И когда человек часами приводит аяты, хадисы, наши обычаи, полностью противоречие всему нашему. И когда вот начинает вот человек вот, чтобы он и зрители поняли, что алло, 29-й, что так дальше. И он насмехаться, когда начинает, я уже на это смотреть не могу. Не то, что когда человек
старается его вразумить, дебил, бля, ты идешь в дерьмо. Ты сейчас утонешь в этом дерьме. Не то, что ты туда тащишь целый народ, целую нацию. Когда вот этому человеку, когда насмешки, а где ваши писания? А что ваши предки не написали? Вот тогда у меня, короче, я срываюсь, короче, я уже не могу это терпеть. Тогда я уже начинаю макать эти рожи в колодце Будда, из которого наш пророк PDF-файл, самый святой педофил нашей галактики, брал омовение, куда женщины выбрасывали из-под своей вот это место, вот эти тряпки после месячных, дохлых собак, кошек, говно, все туда. Пророк оттуда брал омовение. Вот туда я начинаю макать их вонючие рты. Не, ну в этом, конечно, согласен, то, что немножко снисходительным надо быть, да. Но просто Вендетта слишком эмоционален. В этом плане можно тоже его понять, да. Но и с другой стороны тоже понимаю, да. Потому что с одного раза все равно мусульманин не выйдет из ислама, тем более, если он в этом был погружен, он из этого за один день, понятное дело, не выйдет. Даже у тебя, в принципе, Вендетта, вот, ну, не в обиду. Ты же сам как бы долго выходил. Ты же сам описывал даже, как ты это все прочитал. Покажи мне, я с этими людьми 4 уже 5-й год, по-моему. Покажите мне, дайте мне послушать одно видео, где я их матерей оскорбляю, отцов, называю их какими-то нецензурными словами. Одну смс-ку, которую я, единственную смс, которую я Пармоту написал, я как сегодня помню. Братан, у тебя кукуха конкретно поехала. Все. Ты Пармоту это писал? Да, я представляешь, я в начале Пармоту я это комментарий, как сегодня помню. Да, братан, кукуха у тебя не по-детски поехала, конечно. Все, что я сказал Пармоту. Все. Единственный комментарий, который, когда я уже тут начал с этими людьми разговаривать, спрашивать номера, потом начали в личку, мы твою маму, какого хрена ты с ними сидишь, петушины, слушай, я где хочу, там и буду сидеть, и вы вообще больные, говорю. Нет, короче, ты не имеешь права, это кафиры, это какие-то наджасы, это евреи их прислали, чтобы ты не можешь с ними сидеть. Я говорю, ты хочешь мне запретить, чтобы я вообще в каких-то группах просто сидел, слушал, разговаривал? Нет, мы, короче, тебе устроим. У меня есть братья в Берлине, которые на концерт Кобзона людей отправляют, то есть киллеры. Я говорю, ты помнишь свой разговор? Говорю, ты голос, конечно, поменял. Ты сказал, что мою мать, короче, на моей спине, помнишь? Давай своих этих братьев адрес. Я тебе даю слово, что я еду к каждому из них. Просто мне нужен ответ. Они отвечают за твои слова, как ты должен передать. Если так, я к ним еду. Я тебе говорю, я в сушеном виде, не знаю, в сыром виде, в контейнере. Я говорю, я тебе домой их отправлю. Я тебе даю слово. Если они то же самое мне скажут, и потом все, испарился, заблокировал меня, аккаунт удалил. Вот эти петушиные угрозы, когда начали поступать, я все понял. Потому что петушиными угрозами нельзя религию, короче. Вот. Я понял, что ислам только мечом. Вот это ложью, варварством, коварством, лицемерием, террором и мечом навязывается. Я в этом полностью убедился. Потому что когда я начал муллам в Египет звонить тем людям, которые я знаю, которые там учатся. Почему ты просто вот от одного вопроса, представляешь, ты тоже их слушаешь. Я говорю, вы что вообще, я тебя спрашиваю, гребаный, этот аят есть в этом гребаном Коране? Есть. Они это делали, этот Мухаммед и это асхабы делали. Там в чем вопрос, говорит? Мне это тогда было. Да мне плевать, когда это было. Они занимались этим дерьмом. Я на них вообще срать хотел, говорю, вот так.
Бля, ты не можешь это говорить. Ты, аузу билля, я тебя боюсь слушать. Меня блокируют, представляешь, люди, которые со мной выросли. Я вообще, во что вы превратились, Во что вы превратились, черт побери? Арабская сказка, блядь, из вас полных, опущенных, лохов, рабов сделала. Говорит, нельзя то. Вот по этой 4 суре, 24 аята, давай. По этому аяту по кругу пускают, я ему так прямо говорю, твою мою мать, твою мою жену, твою мою сестру, дочь. При нас женщин, жен наших братьев, жен наших дед. Поэтому аяту пускают по кругу гребаному наших. Что ты на это скажешь? Не, это были жены кефиров. Я говорю, хонохчевый, ты должен это полностью... Что нам наши предки говорили? Если хочешь познать, где истина, где вообще пропусти через себя. Давай через себя. Давай мы кефиры, 729 год. Мы не знаем, что такое гребаный ислам. Мы спим, ночью на нас напали, убили нашего отца, брата, мы с тобой вдвоем раненые остались. И поэтому аяту по кругу пускают наших матерей, сестер, жен, дочерей. Что бы ты сказал, говорю? Такую ситуацию, представляешь, они такую ситуацию представить не хотят. Я говорю, ни хрена себе, бля. Не, подожди, как раз таки мне мои предки говорили, через себя пропусти все, если хочешь узнать, познать, что можно, что нельзя. По себе суди, по себе, через себя все пропускай. Что мы тогда видим? Послал бы ты нахрен Аллаха и пророка? Послал бы. Или ты бы сказал, о Аллах, как ты красиво ислам прислал мне, как они красиво наших женщин по кругу пускают. И тебя, раба, забирают, тебя евнухом делают по 24 суре 31 аята. У тебя секирят половые органы, чтобы ихние жены, то есть арабушки, наши-то там по кругу там продают, по кругу пускают. Они не жены, они наложницы, секс-наложницы. Наши матери, наши. А вот арабушки, женщины, самые такие святые, и чтобы перед ними они не испытывали дискомфорт, то есть неудобство, чтобы каждый раз перед тобой рабом не одеваться в хиджаб, чтобы они могли голые по своим палаткам ходить. Тебе секирят половые органы. Как тебе такое? Дебил, бля. А твоих жен, наших сестер, там арабы пускают по кругу, продают на базаре, как товар. И это еще говорят, то, что это от Господа миров, это милость миров. Это еще знаешь, как называют. Там интересно, у Мухаммада мать была обрезана или нет? Мухаммада, вообще Мухаммаду тоже на них было плевать, как и мне. Потому что, знаешь, у них есть оскорбление, когда они говорят, сын необрезанной женщины. Да, потому что, если вы не знали, вот сегодня мусульмане, думая, что это из ислама, делают обрезание своим мальчикам, не знаю, мужскому полу. Да, мужского, а по исламу как раз таки... Сын необрезанной женщины. Да, по исламу как раз таки оказывается обязательно обрезание женское. И считалось позором. Масхабу, кстати, обязательно. Да, желательно обязательно, там несколько, ну, как обычно, чтобы... Но по шафиитскому обязательно, кстати. Да, чтобы это делается, чтобы у тебя кукуха поехала, чтобы у тебя кукуха от этого дерьма поехала, чтобы ты в этом болоте копошился, это разные течения, они специально делают, чтобы друг друга противоречили, спорили. Пока вы заняты, они будут заниматься всем остальным, понимаешь? Это специально делается. Вендет, знаешь, кстати, почему Костецкий говорит, вы должны смотреть мозгами имама Шафи?
Аш-Шафи. Да, Знаешь почему? Так Костецкий Потому говорит. что, да, потому что, ислам под свои ширки и под свои адаты. потому что он сам курейшит, короче, Аш-Шафи. Он, можно сказать, тот, от которого и пошла вся вот эта религия, он из этого племени выходит. Он сам, он единственный курейшит из этих 4 мазхабов. Вот. Шафи, он единственный курейшит. Да, Остальные там Ханбаль, Малик. как раз таки изгнали самого Мухаммада, но он заколебал их всех, позорит целый род, они его пинками под зад выгнали оттуда. Сказали, мы тебя, короче, отправим на концерт Кобзона. Да, надо если обрезать гребень, который похож на гребень петуха, короче, вот. Там четко говорится. Там хадис есть, где сподвижники посланника Аллаха, когда Абу Суфьяна они встретились, там говорят, укуси за вот этот, прямо название этого места женщины, за рядом свою мать. Там это у всех, короче, 4 мазхабов. У них насчет обрезания женщин, это все идет, ну, по крайней мере, у 3 мазхабов, у Малика, у Ханбаля и у Ханафи. Вот. Это почетно, но у Шафи это обязательно. Смотри, видишь, видишь, как они. Именно поэтому в регательствах говорят о сильно необрезанной женщине. Ведь такие женщины стремятся к мужчинам. По этой причине среди женщин татар и франков, европейцев встречается большая разврата, чем среди женщин мусульман. Прикинь? Вот, да, вот как раз. Но если даже не брать Ибн Таймию, в принципе, все остальные мазхабы, если брать, то вот 3 мазхаба, Ханбаль, Малики и Ханифы, они считают это почетным. Не обязательным, но почетным. Именно обрезание у женщин. А Шафи, он считает это обязательным. То есть у них в целом, как бы, насчет обрезания женщины положительное, как бы, мнение. Никто не запрещает из 4 мазхабов. А с медицинской точки зрения, как на это смотрят вообще? Можно это, нельзя? Для здоровья женщины это как? Да кто там смотрит на здоровье женщины? Если ты сын необрезанной женщины, то это все уже оскорбление. Это полностью напрочь отбивает желание женщины вообще на интимные отношения. Полностью. Любое желание. И она бывает 100% как вещью, потому что женщина в исламе становится вещью, когда его выдают за кого, выдают, говорю, когда вот этот зять покупает у этого отца этой девочки, его покупает, все, она ему принадлежит как вещь. Он может, не спросив родителей этой девушки, передать ее другому муджахиду. Да. Животный мир, блядь. Да, животное. Но Просто если она малолетка. Ты пришел как куклу с Алиэкспресс, ее зарядил и пошел. А она вообще ничего не должна испытывать, представляешь? Вообще никаких чувств. Ну это справедливости ради, если малолетка она, да, осуждают. А если типа взрослая уже, то да, там надо спрашивать разрешение. Ну, объективно, если справедливости ради в исламе такое есть. Но если она малолетка, то ее можно принуждать. Я тебе приведу хадис, в котором пророк говорит 2 муджахидам. Короче, чтобы они были друзьями, Мухаммад их сделал 2 братьями. Мухаммад сказал, передай ему одну свою жену, чтобы сделать ее братом. Он что, пошел к родителям и спросил ее, или позвонил им? Или по сотовому связался? Ни хрена подобного, ни хрена там никто никого не спрашивает. А это они уже жены. Я имею в виду, типа, если она еще как бы не жена, не была замужем, и ее типа надо спрашивать, если она взрослая уже. Ну, то есть больше 9 лет. Когда уже у отца ты ее купил,
Ты подошел к отцу и сказал, сколько она стоит, то есть махр, этот брачный дар. Он передал ему эти деньги. Все, больше после этого она считается его имуществом. Он может ее съесть даже, чтобы выжить. Алло, 29, представляете? Если она согласилась, да. Если она согласилась, да, конечно, да. Какое согласие? Ты у вещи, ты у своего коня разрешение спрашивал, или машины, или телевизора. Могу я тебя включить? Можно тебя выключить. Это вещь. Никакого разрешения у нее никто не спрашивает. Вы заблуждаетесь, потому что Мухаммед же не сказал, иди спроси его родителей, можно тебя передать муджахиду другому. Никаких разрешений там нету. Не, Вендетта, там я именно про градацию говорю. То, что типа, если, например, она малолетняя девственница, Хорошо. то по шариату... Мухаммед что сказал Зайнаб бинту Жахш? 33 суру, 36 аят, открывай. Что она сказала Мухаммеду? Я не хочу выходить за бывшего вольноотпущенника. Что ему сказал Мухаммед? Закрой хлеборезку, за тебя все Аллах уже решил. Ну это Мухаммед, Да. видишь, это Мухаммед. Он, да. Ему-то все можно было практически. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Ну да, это по сути так и есть. Потому что он-то 11 жен имел, а обычным муджахидам, как ты, знаешь, кого можно имел? только 4. Если ему понравится жена любого сподвижника, он должен был с ней разводиться, чтобы подкинуть под Мухаммеда. Именно эта ситуация является стопроцентным доказательством 33 суры 37 аята, где сам вот этот Зайд ибн Харис, когда пришел к пророку, он его отправил с малявой. Скажи, я хочу ее отникахать. Благая весть тебе пришла, о Зайнаб. Да, Мухаммед хочет тебя отникахать, альхамдулилля. Осуждаю. Представляешь? Просто представляешь картину? Представляешь, вот просто в вашем, ну или не в вашем, а просто в кавказском, в любом обществе, в кавказском. С него сразу штаны установил. сняли. Не штаны, с этого штаны не снимешь, платье сняли бы и пинками под зад выгнали бы. Если это усыновил, короче, сына, усыновил сына, ты поклялся, что это твой сын, все, ты женил его там на девушке, да ладно, пофиг,